Раздаем это гордое звание иноагент. Мы уже привыкли, что того или иного певца, актера, где-то там в прошлом политика, либо других дураков-оппозиционеров мы награждаем этим гордым званием. Появился, вероятно, кандидат. Ну почему? Можете, конечно, со мной поспорить, но я увидел в его заявлениях этого кандидата где-то даже не условность, а напрямую угрозу госбезопасности России. Что самое интересное, гражданина, который сейчас процитирован, называет нас угрозой нацбезопасности. Это директор фонда кино Республики Александр Басария. Он заявил, что россияне, приезжающие в Абхазию по дешевым путевкам, представляют угрозу национальной и экономической безопасности. Этому гражданину определенно нужен урок истории. Экономически слабую и неразвитую страну, которую мы кормим своим туризмом, у нас огромное количество россиян уже поехало отдыхать в Абхазию. Сколько налогов собрали в 2024 году? А я вам скажу, 6 миллиардов. Мало. Нужны вливания, но не таким же способом привлекать к себе внимание. Может, нужно начать работать? У вас местные жители называют, что вы самый ленивый народ. Ну вот не хочу никого обидеть, это на форумах можно прочитать, потому что хоть 20, хоть 30 миллиардов вам дают, это пишет местный житель, вы все равно будете разбавлять свой мед. Все равно будете добавлять куда-то ненатуральное молоко. Нельзя кричать из слабой, сколько у вас населения, 250 тысяч, из слабой, маленькой аграрной страны, которая живет за счет туристов, обзывая россиян какими-то бюджетными людьми, мало привозите, мало работаете, не хотите работать, у вас мандарины под ногами валяются. Чего вы их на экспорт не отдаете, перешагиваете их? Мы очень любим Абхазию, но ее, по-моему, не любит Басария. То есть он заявил, что россияне, приезжающие в Абхазию по дешевым путевкам, ни хрена себе дешевые, представляют угрозу национальной и экономической безопасности, так как не тратят деньги на экскурсии. А чего вы инфраструктуру-то не развиваете? Вечеринки, рестораны, предпочитая жить в своих маленьких анклавах. Басарий также призвал местных, это уже идет призыв, призвал местных ательеров прекратить сотрудничество с российскими туроператорами. Ну это самоубийство. Назвав их олигархическими. Как они надоели, почему мы всем должны, люди не понимают хорошего отношения. Каждый сезон наших жителей где-то до миллиона приезжает, да наш рубль интегрирован с вашей экономикой. Вы что там, с ума посходили? Правда смешно. Что с этим человеком не так? Ну вы сейчас скажете, ладно, кадет, ну чего ты заводишься? Бедная страна с теневой экономикой, серой экономикой, майнит криптовалюту, электричество с Россией. Не надо заводить. Да все начинается с малого. Сначала выступает один, и по цепочке пошло. Это нужно пресекать. Таково мое мнение. Ну ладно, сейчас скажете, гражданин кадет, выступил один полуоппозиционер. Чего сказала наша Государственная Дума? Ну, они молчать, естественно, не стали, такое заявить, это в самый разгар. И сезон он понимал, что он делает, этот человек-оппозиционер, который рвется в иноагенты. Итак, как отреагировала Государственная Дума, представитель Государственной Думы на это заявление? Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин увидел в заявлении Басария политическую подоплеку. Депутат отметил, что абхазская оппозиция, которая поддерживает Басария, проиграла президентские выборы, спровоцировав до этого политический кризис. Далее зампред Комитета Госдумы заявил, я считаю, что грехопадение оппозиции связано с тем, что она в своем желании противостоять властям зашла за красной линией и решила сделать поводом для внутриполитических разборок отношения с Россией. Здраво. По словам замглавы Комитета по делам СНГ, некоторые представители оппозиции, что-то у них изменилось, и они выразили готовность сотрудничать ради интересов Абхазии с властями. Однако кто-то повел себя иначе, завелся и продолжает гнуть прежнюю линию. Затулин предупредил, что ни к чему хорошему это не приведет, ни его самого, ни тех, кто поддерживает подобных граждан. Я так понимаю, что чиновники там подсели, и всякие кинорежиссеры, на иглу скандалов. Это не первый скандал, потому что, если вы вспомните, в июне чиновница зарядила и тоже тему вокруг российских туристов в Абхазии. Самая больная
тема. Начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристина, не будем фамилию называть, возмутилась дешевизной проезда и проживания в Абхазии. По словам чиновницы, бюджетные туристы в стране не нужны. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня, но мы хотим, чтобы они покупали нашу сельскохозяйственную продукцию. Вы местных жителей спросите, что вы там с этой продукцией делаете. И так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен. А потом, что сделали с чиновницей, с этой, которую наши россияне назвали доширачной? Ее уволили. В Абхазии освободили от должности главу отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Кристину, фамилию не будем называть. Причина — оскорбительное высказывание российских туристов во время круглого стола по развитию отрасли в республике. Что будет теперь с этим человеком? Он что, белая кость? Он представляет оппозицию. У него должности, вероятно, нет. Что у нас за должность такая, кинорежиссер? Она у нас инициативная. Она у нас творчески воздушная. Она у нас, это должность как балет. По крайней мере, в наше современное время. Кто влил в нас денег, с тем мы и танцуем.